Дорогие журналисты, если у вас будут қайырлы күн, құрметті бақ өкілдері, біздің брифингке қатысушылар. Ең басты сіздерге барлығымызға осы біздің алғашқы Zoom жүйесі бойынша өтіп жатқан брифингімізге келгеніңіз үшін, қатысып жатқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі біздің брифингіміз жалпы екі бас тақырыбы, ол біздің биылғы жүзеге асырып жатқан жобаларымыз туралы толығырақ ақпарат беру. Біз биыл жалпы екі жоба өткізіп жатырмыз. Бұл жастар және инновация, сонымен қатар болашақ букс жобасы. Жобалар туралы айтар алдында ең бастысы біздің бүгінгі отырған спикерлеріміз туралы айтып кетсем, рұқсат беріңіз. Біздің алғашқы спикеріміз болатын бұл Мадияр Қожахмет, Қазақстан Республикасының ақпараттық даму және кешіріңіз, жастар және отбасы істер комитетінің төрағасы, Батима Қуанышқызы, азаматтық бастамаларды қолдау орталығының басқарма төрағасы, Айсулу Ерниязова, волонтер лигасының төрағасы, сонымен болашақ қауымдастығы атынан мен Лаура Демесінова және де Жұлдыз Жүнісова, осы жобаларды өткізіп жатқан бас жоба менеджері. Позвольте мне кратко рассказать вообще о двух проектах, которые мы будем реализовывать в этом году. Первый проект – это развитие инновационной активности молодежи и инновации. Данный проект является площадкой для реализации смелых идей и инновационных решений активных граждан. Проект нацелен на создание условий для самореализации молодых людей, формирования молодежных профессиональных сообществ. Также второй проект – это развитие и популяризация чтения среди всех категорий населения. И в целом мы объединили, наверное, проект, идею, и здесь надо отметить, что очень большую поддержку Министерства информации и общественного развития и Центра ЦПГИ, Центра поддержки гражданских инициатив, по именно данным обоим направлениям. Эти проекты реализуются не первый год и будут, уверенно, зная их устойчивость, развиваться и далее. Первое слово позвольте предоставить мне Мадиару Дусимбековичу, председателю Комитета по делам семьи и молодежи. Саламатсызба. Құрметті бүгінгі брифингке қатысушылар, барлықтарыңызды осындай жаңа форматта көруде және естуде өте қуаныштымын. Қазіргі таңда осы болашақ қауымдастығымен бірге екі үлкен жобаны іске асырғалы жатырмыз. Соның ішінде осы инновациялық белсенділікті қолдау мәселесі бойынша және осы халықтың арасында, оның ішінде жастардың арасында кітап оқуға жаңа мүмкіндіктер беру және кітап оқуға қызығушылықты тудыратын жобаны іске асырғалы жатырмыз. Екі жобаның негізгі мақсаты қазіргі таңда осы жобаның ұйымдастырушылары айта жатар. Менің негізгі мақсатым осы брифингте жалпы министрлік осындай азаматтық белсенділікті, оның ішінде жастардың арасында, жастар ұйымдарының арасында азаматтық белсенділікті қолдау мәселесі болып отыр. Ол үшін біз арнайы осы азаматтарды қолдау орталығымен бірге гранттық жүйені іске асырып келе жатырмыз. Бұл бірнеше жылдан бері іске асырып келе жатыр. Біздің комитет осындай жобалардың 10 шақтысын биыл іске асырады, келесі жылда жоспарланып жатыр. Оған біздің ойымызша әрбір жастар ұйымдары қатысып, өзінің қызықты ойларын іске асыруға болады деген ойдамыз. Жалпы енді, если брать в целом по вопросам
поддержки грантов, то система вот инновационной поддержки в целом в министерстве и в правительстве существует. У нас вот в рамках Года молодежи в прошлом году реализовался большой проект, и там 3 миллиарда тенге было выделено на поддержку грантов молодых ученых, где инновационные подходы были основным из приоритетных направлений. 169 молодых ученых по итогам прошлого года получили финансирование на свои грантовые проекты. В этом и в следующем году мы такие проекты также собираемся совместно с Комитетом науки продолжать, и я думаю, эта большая работа также будет реализована в этом направлении. Кроме этого, сейчас поддержка грантовых проектов в рамках подготовки во исполнении поручения главы государства работы над подготовкой комплексного плана. В комплексном плане предусмотрены мероприятия. Хотим проявить меры по стимулированию других государственных органов, не только Министерства информации и общественного развития, по выделению денег на грантовое финансирование для совместно с ЦПГИ, для поддержки других направлений молодежных инициатив в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и других интересных тем, чтобы вовлеченность молодежных республиканских организаций в реализацию проектов была не только с точки зрения нашего министерства, но и других проектов. Я думаю, эту работу мы будем продолжать, и результаты тех проектов, которые сегодня реализует Ассоциация выпускников «Болашак», будет для нас важным индикатором того, что республиканские молодежные организации, в целом молодежные организации готовы быть именно такими достойными партнерами в этом направлении. И к этому подтверждению еще вот в рамках Года волонтеров большая работа ведется. Сейчас хорошие средства и интересные проекты по направлению определены. Там мы чувствуем вот эту поддержку со стороны республиканских молодежных организаций, вообще молодежных организаций. Я думаю, вот эта совместная коллаборация и вот совместная такая работа даст большой эффект. И здесь мы как министерство готовы дальше продолжать эту работу в рамках и грантового финансирования, и других направлений. И выступая на сегодняшнем брифинге, еще раз заверяем нашу открытость как министерство, как комитет по делам молодежи и семьи в этом направлении. Большое спасибо, готов ответить на вопросы в случае и таковых. Большое спасибо, Мадиар Дусимбекович. И думаю, Батима Конышевна продолжит уже более подробно о поддержке Центра, о поддержке гражданских инициатив именно при реализации данных проектов. Более подробно расскажет о том, как наше государство в лице ЦПГИ поддерживает непосредственно гражданское общество в нашей стране. Вам слово. Добрый день, уважаемые участники. Разрешите вас всех поприветствовать. В условиях пандемии работаем сегодня в новом формате. Это, конечно, очень приятно, что, несмотря на ограничения определенные в работе, мы все-таки встречаемся, приглашены со стороны представителей средств массовой информации. В целом хотелось бы проговорить о Центре поддержки гражданских инициатив, что мы действительно являемся подразделением Министерства информации и общественного развития и являемся единственным национальным оператором в области грантового финансирования. В прошлом году благополучно завершили реализацию социальных проектов в области Года молодежи. В этом году в рамках нашей работы в 2020 году реализуем 7 общих национальных проектов, объявленных в прошлом году главой государства в области в рамках Года волонтера. И порядка 100 социальных проектов в этом году мы реализуем. В целом общая сумма финансирования порядка 2 миллиардов тенге. Самое главное, на что мы в этом году обращаем, естественно, это основные индикаторы и ожидаемые результаты в рамках Года волонтера. Это около 7 тысяч волонтеров будет подготовлены по 7 различным направлениям. Около 14 тысяч детей в сельских регионах будут охвачены обучением по таким направлениям, как ЕНТ, английский язык, правовая грамотность, цифровая грамотность. Помимо этого будет подготовлено 50 менторов по общенациональным проектам и порядка 350 роздано мини-грантов. Поэтому сейчас мы обращаем внимание в первую очередь на приоритетные общенациональные проекты, но в целом хотелось бы отметить, что есть и не менее важные социальные проекты, в которых у нас есть конечные бенефициары в виде детей,
семей, мам, пап и так далее, то есть на которые мы очень обращаем важное внимание. В рамках в целом текущего года у нас вот грантополучателем в лице нашей ассоциации «Болашак» реализуется несколько проектов, и 2 проекта касательно у нас молодежь и инновация, да, это развитие инновационной активности молодежи, которая действительно, со слов уже предыдущих спикеров было сказано, что это действительно со стороны правительства в лице Министерства информации и общественного развития. Данный проект уже реализуется не первый год и достаточно успешно. Я думаю, что с позиции ожидаемых результатов ассоциация «Болашак» внесет свой вклад в реализацию проекта. В целом, что мы ожидаем? Мы предполагаем, что будут молодые наши люди выставят и представят новые идеи инновационные. Также будут сформированы и обобщены на одной площадке, это наши профессиональные все сообщества молодежные. Кто получит также у нас новые знания, да, успешной адаптации в обществе и так далее. В целом, по проекту, я думаю, что будет продолжение, да, идеи прошлого года, и в целом году в новом формате мы получим новые результаты. Надеюсь, сложившаяся обстановка в Казахстане в связи с чрезвычайным положением и пандемией в целом, оно не отразится на результатах. И ассоциация «Болашак» предпримет максимум шагов для достижения ожидаемых результатов. Как Центр поддержки гражданских инициатив наша задача обеспечить максимальную поддержку гражданским инициативам в лице вот ассоциации «Болашак» для создания максимальных условий реализации проекта. И проведение мониторинга за ходом реализации проекта, то есть промежуточные итоги мы подводим обычно в середине реализации, поэтому в целом хотела бы сказать, что Центр поддержки гражданских инициатив отвечает в целом за ход реализации этого проекта. Иным проектом является у нас популяризация чтения среди населения, да, с таким вот слоганом, как «Books». В целом данный проект, я думаю, что это действительно была инициатива ассоциации в свое время по созданию данного направления и популяризации чтения среди населения, поэтому думаю, что это в целом идея и основные результаты будут действительно получены со стороны населения, и в социальных сетях об этом будет достаточно много сказано и рассказано о ходе реализации проекта и с получением наших ожидаемых результатов. Ну, в целом, что мы ожидаем? В целом, развитие культуры, наверное, чтения среди населения, увеличение количества читающего населения и в целом посредством чтения улучшения уровня образованности среди граждан. Поэтому, насколько мы сейчас понимаем из представленных уже документов и отработки со стороны ассоциации «Болашак», будет установлено не менее 20 книжных шкафов в целом территории Казахстана. Они у вас уже есть, и, надеюсь, мы сейчас расширим, наверное, географию расположения этих шкафов для того, чтобы все-таки читабельность населения была с большим охватом. Поэтому в целом хотелось бы пожелать, наверное, удачи нашим грантополучателям в реализации социальных проектов и в получении всех ожидаемых результатов, которые были возложены. В целом и основная идеология, она будет достигнута. В целом, спасибо за внимание. При наличии вопросов, пожалуйста, Большое спасибо, Батима Куанышевна. И сейчас, наверное, более подробно уже на 2 проектах остановимся, и о них расскажет Жулдыз Жунусова, наш старший проектный менеджер, который непосредственно ежедневно реализует данные проекты. Жулдыз, вам слово. Барлықтарыңызға сәлем, сөз бергеніңізге үлкен рахмет. Болашақ қауымдастығының биылғы жасап жатқан екі жобасы қоғамға, жастарға өте үлкен пайда алып келіп жатыр. Себебі, егер жастар және инновация жобасына тоқталатын болсақ, осыған дейін де қауымдастық инновациялық жобаларды іске асырған болатын. Биылғы жобаның ерекшелігі біз үлкен білім алуға, жастарды ақпараттандыруға үлкен сапалы платформа жасап жатырмыз.
Қазіргі таңда қоғамда идеялары бар, ақылды, креативті жастар өте көп, бірақ өкінішке орай олар қайдан ақпарат аларын, қалай ол жобаны іске асырарын, инвесторлар қайдан тартарын білмейді. Сондықтан да біз осы жоба аясында 2 күндік форум дайындаймыз. Ол форумда инновация саласындағы мамандар тренингтер арқылы, мастер-класстар арқылы жастарға ақпараттармен, жастармен бөліседі. Яғни қалай идеядан жобаға өтуге болады, инвестор қайдан табуға болады, қандай да бір заңды тұрғыда сұрақтар болады, соның барлығымен біздің тренерлер көмектесетін болады. Қазіргі таңның өзінде осы жобаның Instagram парақшасында инновация саласындағы мамандармен тікелей эфирлер жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда да жастар өздерінің сұрақтарын қойып, ақпараттанып жатыр. Сондықтан да бұл жобаның болашағы өте жақсы деп есептеймін. Және де бұл жобаға қатысатын жастар олар іріктеуден өтеді, арнайы критериялар бойынша іріктеуден өткеннен кейін, сол жобаның аяқталғаннан кейін көптеген мемлекеттік органдарда, компанияларда тәжірибе алмасуға, стажировкадан өтуге мүмкіндіктер алатын болады. Менің ойымша бұл жоба тек жастардың дамуына ғана емес, елімізде инновация саласының дамуына өзінің септігін тигізеді деп есептеймін. Екінші, болашақ букс жобасына келетін болсақ, бұл жобаның мақсаты Қазақстанның 14 облысында және 3 республикалық маңызы бар қалаларда кітап сөрелерін орнату, кем дегенде 20 кітапты. Қазіргі таңда елордамызда 8 қоғамдық кітап сөрелері орнатылған, және де өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Бұл жобаның мақсаты қоғамда адамдар тегін кітап алып оқи алатын мүмкіндіктер жасау. Негізгі 3 кем дегенде ерекшелігі бар жобаның артықшылығы. Біріншіден ол адамдарға әрқашанда кітап оқудың маңыздылығы туралы еске салу және кітаптардың қолжетімді болуы. Екіншіден, бұл қазақстандық отандық кітаптардың популяризациясы, себебі біздің кітап сөрелерінде QR кодтар орналастырылған. Сол QR кодтар арқылы адамдар өздеріне қазақстандық, қазақ тілінде кітаптарды жүктей алады және оқи алады. Және бұл да тағы бір ерекшелік болып табылады. Классикалық түрде кітапты оқу ғана емес, онлайн режимде де, ұялы телефондар арқылы, басқа да гаджеттер арқылы кітап оқу. Үшінші үлкен бір артықшылығы ол қоғамда жауапкершілікті арттыру деп есептеймін. Себебі кітап сөрелерін пайдалану ол тек қана кітапты алып кету ғана емес, өзіңде бар кітаппен бөлісу, орнына қою, қайтадан осы процесті жалғастыру болып табылады. Сондықтан ол адамдардың арасында үлкен бір жауапкершілікті арттырады деп есептейміз. Қазіргі таңда осы жобаның Instagram парақшасында тікелей эфирлер жүргізіліп жатыр. Және де актуалдылық, өзектілігіне салыстыратын болсақ, көптеген аймақтардан адамдар хабарласып, біздің аймақта қашан осы кітап сөрелері орналастырылады, қашан қайда орналастырылатынын сұрап жатады. Сондықтан да жоба өте өзекті, сұранысқа ие деп есептеймін. Оның үстіне болашақ бағдарламасы ол білім беру, сапалы білім беру туралы болғандықтан, осы 2 жоба тікелей білім беруге, ақпараттануға арналғандығы өте қатты қуантады. Рахмет. Үлкен рахмет, Жұлдыз. Безусловно, так как наши проекты направлены именно на развитие гражданского общества и в целом для того, чтобы нашими итоговыми бенефициарами являются общество по всему Казахстану, все граждане Казахстана, и для нас очень важны наши партнеры. Здесь подробнее хотела бы остановиться на наших партнерах, людях, без которых, наверное, наши проекты не были бы столь масштабными. Если говорить о проекте «Молодежи и инновации», например, в прошлом году нас поддержали такие известные по всей стране бизнесмены, люди, которые являются, наверное, opinion-мейкерами, именно лидерами общественного мнения для нашей молодежи. Из них я могу отметить таких известных бизнесменов Балашакера, как Баужан Касымбергибаев, известный бизнесмен Ларион Лян. Они поддержали наши идеи, наших ребят и также выступили перед ними. Они рассказали о своем бизнес-опыте. В этом году мы также ожидаем, что и уже ведем переговоры с различными бизнесменами, предпринимателями, лидерами в сфере инноваций. Если говорить о проекте Болашак Букс, то он также невозможен без наших партнеров. И сейчас мы ведем переговоры, уже подписали на этой неделе меморандум с
Лига волонтеров. Вообще, в целом, я хотела бы остановиться именно на международном опыте. Во всем мире общественные книжные шкафы находятся в открытом доступе, и у нас каждый наш шкаф будет доступен для всех желающих. Но, соответственно, существует такое понятие, наверное, оно такое очень романтично, может, с одной стороны, звучит, это ангел-хранитель шкафа. И здесь я хотела бы поблагодарить именно Лигу волонтеров, которая представлена по территории всей нашей страны. И когда я им рассказала об этом международном опыте, именно такой возможности, как быть ангелом-хранителем шкафа, в целом это, конечно же, наверное, показатель года волонтеров и развития волонтерского движения в нашей стране. Лига волонтеров сразу же нас поддержала, и именно члены, волонтеры данной лиги будут ангелами-хранителями шкафов по всей стране. И здесь я передаю слово следующему нашему спикеру Айсулу Ерниязовой, председателю лиги. Айсулу, вам слово. Қайырлы күн, құрметті брифинг қатысушылары, құрметті бақ өкілдері. Всем добрый день, спасибо большое, Лаура. На самом деле это для нас такая тоже большая честь, это действительно так звучит, и это несет в себе огромную ценность. Недаром говорят, что «Ктап алтын қазына», одна книга 1000 людей учит. Мы часто говорим о проблемах того, что поколение, молодежь и так далее не читает, но на самом деле очень мало конкретных проектов осуществляется на решение данной проблемы. Если говорить об истории, вообще мы, Лига, уже не первый раз сотрудничаем, мы были представлены только в городе Алматы и активно сотрудничали с ассоциацией Болашак там на различных проектах, которые всегда имеют конкретные задачи, которые всегда достигаются, вот, по крайней мере, мы были свидетелями этого. И поэтому полезный опыт нужно распространять. Вот эти боксы по Нур-Султану дали своим положительный эффект, и поэтому, конечно же, такой полезный опыт нужно распространять. И так как мы относительно молодая теперь уже республиканская организация, для нас это тоже большая площадка для роста, очень хороший залог того, что мы будем дальше развиваться, и особенно в партнерстве с такими крупными организациями, как Болашак, которые имеют уже свой авторитет среди молодежи и действительно славятся такими прикладными, конкретными проектами. Поэтому большое спасибо. Мы сами в предвкушении. Как говорится, карантин очень много поставил на свои места, и так-то очень много людей, мне кажется, вернулись к забытым книгам, может быть, дочитали то, что давно хотели дочитать. И вот чтобы, когда все это пройдет нас стороной, все закончится, чтобы мы не забывали о чтении, это будет замечательная инициатива, но уже будем встречаться на улицах и так далее. И вот эти вот установки будут хорошим залогом того, что мы не перестанем читать уже после окончания карантина. Вот, поэтому мы говорим о своей готовности. Действительно, меморандум был уже подписан. Если мы сказали, что будем делать, значит, надо это делать. И постараемся сделать это как можно лучше, привлечь как можно. Еще очень важный момент, ангелы-хранители, это будут из числа волонтеров, и вот эта сопричастность имеет большое значение. Очень большое значение имеет личный пример. И так как ангелы-хранители будут этим личным примером показывать вообще отношение, какое должно быть к книгам, это будет как можно больше привлекать, мне кажется, и самого населения, и тоже и также из числа молодежи. И вообще в год волонтеров и так-то достаточно, мне кажется, символично, что у нас произошла такая ситуация, и очень многие поменяли свое отношение в целом к волонтерству. Вот. И поэтому, так как мы будем официально титулованы ангелами-хранителями книг, я думаю, будем преломлять вот эту стереотип о том, что молодое поколение не читает, и будем показывать всем, заражать своим примером позитивным. Спасибо большое. Большое спасибо, Айсулу. И здесь я хотела бы отметить также о втором нашем партнере, с которым сейчас мы ведем переговоры по подписанию меморандума. Это Блем Медиа Групп. В принципе, Жулдыз уже кратко отметила, что во всех наших шкафах будут присутствовать QR-коды. И здесь я хотела благодарить Блем Медиа Групп и их проект Катак КЗ с начала нашего проекта 2017 года на каждом шкафу присутствуют QR-коды. И любой человек может скачать себе
книги, переведенные уже наших казахских авторов, себе на смартфон через QR-код и читать онлайн. Думаю, в этом году мы будем расширять наше партнерство уже более обширно, и также будут реализовываться различные конкурсы для популяризации чтения среди молодежи. И здесь я хотела бы также поблагодарить их за некоторые призы будут предоставлены непосредственно Блим Медиа Групп, и конкурсы будут направлены именно на книги лучшие мировые учебники, которые уже были переведены на казахский язык. На этом позвольте мне завершить, наверное, официальную часть. Если у вас есть вопросы, мы готовы ответить. Я вижу 2 вопроса в чате, которые были написаны журналистами. Первый вопрос – охват проектов. Охват проектов будет весь Казахстан. В целом, всегда, когда реализуются наши проекты, и, я думаю, Центр поддержки согласен, что почти все проекты и Министерства, и Центр поддержки гражданских инициатив, и нашей ассоциации направлены на все 17 регионов нашей страны. И по проекту «Молодежи и инновации» охват это будет молодежь от 14 до 29 лет включительно. Проект «Болашак Букса» без ограничений доступен для всех желающих. Это первый вопрос. И второй вопрос, как реализуются проекты в период пандемии. Как хорошо отметила СЛУ и все наши спикеры, что пандемия коронавирус, он был таким стресс-тестом для многих организаций. И здесь мы старались проводить максимальное количество проектов онлайн. И у нас были встречи, прямые эфиры с какими-то болашакерами, которые являются лидерами мнения именно для молодежи. По популяризации чтения мы провели 2 эфира. Это с Дамель Мехтипаевой. Она рассказала именно о научных изданиях, поделилась своим мнением по форсайтингу и литературе в сфере форсайтинга. Также по итогам проекта она, хотела бы отдельно отметить, за самые интересные вопросы подарила несколько книг нашим слушателям. Также у нас был с известным, наверное, именно специалистом по переводу не только учебников, но и популярной литературы интервью Шыңғыс Мукану. По популяризации, именно по развитию инноваций, мы решили, наверное, показать такой международный охват и возможность, что нет ограничений для нашей казахстанской молодежи. И первым спикером у нас был Ахмед Шмухамедов. Это специалист в сфере инноваций, который сейчас развивает свой бизнес непосредственно в Сингапуре. Он проживает в Сингапуре. И вчера был первый прямой эфир по гибкому мышлению с нашим казахстанцем, который активно развивает именно МСБ Казахстана на территории Юго-Восточной Азии. Это что, если говорить о пандемии. И я вижу 3-й вопрос. Какие книги будут в книжных шкафах? Только казахстанских авторов. Кто сможет их взять, почитать? И просто рассказать немного подробнее. Жулдес, может быть, вы расскажете? Давайте я немного подробнее расскажу. Спасибо за вопрос. Книги могут взять, почитать любые люди. То есть, если вы хотите, вы можете найти в своем городе книжный шкаф, пойти и взять любую книгу, которая понравится. Никаких возрастных ограничений, каких-то еще ограничений нет. А также в шкафах будут не только казахстанские книги, в шкафах будут разные книги, это могут быть учебные пособия, это могут быть литература, разные жанры книг. Казахстанские книги мы почему отметили, потому что у нас на дизайнах, на шкафах будут расположены QR-коды, QR-коды именно казахстанских авторов, на казахском языке. А в самих шкафах будут на разных языках книги. Вы можете найти и английские книги, и русские, и зарубежные, и казахские, и так далее. Большое спасибо. И последний вопрос. Где будут шкафы? Только ли в столице? Как я уже отметила, даже в Досиле. Извините. Шкафы будут не только в столице они сейчас уже есть, в 8 местах у нас, в разных торгово-развлекательных центрах, в университетах. Мы планируем вот уже начать
открытие шкафов во всех 14 областях Казахстана, то есть это будут какие-нибудь общественные места, возможно, торговые дома, университеты, еще что-нибудь. И, конечно же, 3 города республиканского значения. Также я хотела отметить, что на данный момент проект Балашах Букс, он уже помимо 8 шкафов в нашей столице, городе Нур-Султан, также по одному шкафу открыты в Западно-Казахстанской области, Уральске, и в Северо-Казахстанской области, в Петропавловске. Шкафы функционируют на протяжении последних 3 лет. И обе эти локации уже были предложены активистами, булашакерами, они сами являются пока такими своеобразными ангелами-хранителями шкафов. Есть ли у вас еще вопросы? Если вопросов нету, я хотела бы еще раз поблагодарить всех наших спикеров. Для нас это был такой своеобразный новый опыт, именно проведения конференций, брифингов. Если будут дополнительные вопросы, мы всегда открыты в социальных сетях. Отдельно, так как мы... еще один вопрос. Как часто будет обновляться шкаф? Данный шкаф — это социальный проект, и, конечно же, мы также ведем уже переговоры с различными библиотеками всех регионов нашей страны. Помимо этого, ожидается, что люди будут сами также приносить книги. Во всем мире это совершенно такой акт добровольничества для каждого гражданина. Например, я, прочитав книгу, могу просто ее отнести и поставить в шкаф, и то есть совсем незнакомый мне человек, которому будет интересна данная книга, уже может ее забрать. И здесь я хотела бы отметить, возможно, в начале 2017 году мы встречали такой негатив, что казахстанцы не будут приносить книги. Как показывает уже 3-летний опыт реализации данного проекта, люди приносят книги. И здесь я готова поблагодарить всех тех, кто сами обращается к нам. Есть люди, которые приносят ящиками нам в ассоциацию книги, в офис, и просят их расставить по шкафам. Есть авторы, которые передают нам книги. Например, Марат Калменов, это специалист в области устойчивого развития, он передал около 40 учебников по корпоративной социальной ответственности в области энергетики в наши шкафы. То есть есть и авторы, есть и простые граждане нашей страны, которые приносят и передают книги. Есть ли у вас еще вопросы? Если вопросов нет, вы можете обратиться к нам в наших социальных сетях. Для обоих проектов созданы отдельные страницы в социальных сетях Facebook и Instagram. Это Youth and Innovation KZ и Балашах Books. Также вы можете обратиться к Тимирлану, наш пресс-секретарь, который непосредственно рассылал всю информацию. Большое спасибо нашим спикерам за уделенное время. Я желаю вам хорошего здоровья в это непростое время. Большое спасибо, до свидания.